Все заводы стоят, работать негде, зарплат нету, ничего нету. И у нас только рапортует, как мы хорошо все живем за 1000, через 1200 у нас говорят, сколько там это средняя зарплата. Конечно же, когда у идеологов 3600, и она приходит на предприятие, рассказывает, как мы хорошо живем, то понятно, да, она говорит, что она свою зарплату, она отрабатывает. Конечно, хорошо, всех людей надурила, лошадь повесила, и мы все сидим и думаем, как мы хорошо живем. Ну, действительно хорошо живем. Так що, да, вона дійсно на роботі. Ну, ви вмієте настояти на своїм, я навіть не можу вас спинити. Наші глядачі кажуть, що вам треба Качанову замінити. А, Качанову? Я не могу, как она, качать головой, вы понимаете? Главное в этой стране не свобода слова. А если человек без свободы, то это раб. А если он раб, то так и живет. Поэтому, действительно, белорусы, просыпайтесь, выходите, ничего не бойтесь. Потому что так жить под плинтусом, это уже просто надоело, устало. И вот правильно молодой человек сказал, говорит, ладно, там пенсионеры, бы не было войны, но молодежь же разъезжается. Кто в этой стране останется? Останутся пенсионеры, которые некому будут кормить, как он говорит. Я вам даю пенсию, да не он дает пенсию, а молодежь вот эта вот, которая работает, зарабатывает, она зарабатывает на этих пенсионеров. Если она уедет, что тут будет делаться? Так вот, я говорю, это самое, надо что-то менять. И я считаю, что человек, который уже 26 лет, которому люди, ну, может быть, кто-то доверял ему, кто-то там, ну, ходил так на эти выборы, но уже кредит доверия уже давно исчерпан. И он уже должен просто-напросто сказать, я устал, я ухожу. Мы ждем этих слов. Александр Григорьевич, пожалуйста, не поднимайте народ, никто же не хочет ни плохо, по-хорошему, уйдите, пожалуйста, дайте дорогу молодым. Много людей, 35-45 лет, он уже никого не подпускает. Он как-то по телевизору сказал, мы 20, сколько лет уже это уже прошло, и мы как-то вот и не выработали национальную идею. Я хочу сказать Александру Григорьевичу, он никогда ее не выработает. С рабами национальную идею не вырабатывает. Только свободные люди, которые видят цель, идут куда-то, они будут из последнего. Можно без еды посидеть 3 дня, но без свободы, без глотка воздуха ты не проживешь и 5 минут. Поэтому у нас это обаяковость, ничто, но слава Богу, что народ проснулся, пришел и что-то менять. Но ИПшники доказывают, что они не вшивые блохи, народ доказывает, что он не народец, власть отгородилась. Почему у Тихановского, сейчас его все смотрят, он ушел в массы, он ушел в люди, и он единственный тот человек, который спросил, народ, а что же вы хотите? Народ, а как же, что вы? Хоть спросил, и народ хоть рот смог открыть, а до этого к чиновникам не пройти, это самое, как его, никуда не попасть, никто не слышит, власть живет сама по себе, далека, где-то там, в Дроздах, там еще где-то, в кабинетах, в министерствах, но они никогда не пришли, не спросили, народ, а вам надо флагшток этот за 1,5 миллиона, или может вам что-то другое построить? Бюджет мы наполняем, но у нас никто никогда не спросил, надо нам ли огромный этот Ледовый дворец, который стоит, и мало ли кому он там надо, а может нам надо за эти деньги, в каждом районе по небольшой коробке этих, футбольные, там, волейбольные, или еще какие-то, Кто у нас когда спрашивал? Никто, мы просто как тихие рабы, мы должны только работать, наполнять бюджет, а они бюджет этот сами распределяют куда хотят, на что хотят и для чего хотят. Так вот, Тихановский сделал это, он наконец-то спросил у людей, что хоть, и посмотрите даже по последним его стримам, приезжает в Слуцке, по-моему, в РОВД, проходите, заходите, спасибо, что вы хотите. Когда с нами так разговаривали? Всегда разговаривали с позиции силы, с позиции власти, с позиции, что мы быдло. Да. Вот. А тут уже, смотрите, уже и вроде как стали спрашивать, вроде бы как улыбаться. Ну, надолго ли это, не знаю. Думаем, что, надеемся, что это все поменяется. Но народ должен шаг сам сделать вот в сторону. Когда мы поймем, что мы не народец, а народ, что эта власть принадлежит нам,
что мы должны выбирать того же мэра, губернатора, и должны с них спрашивать, с этих людей. Они должны нам отчитываться в конце-то концов, что типа, что делать, куда мы идем, что мы будем, это самое. А посмотрите сколько. Вот давайте возьмем город Гомель. В каждом районе огромнейшее стоит здание, как они, райисполкомы называется, да? Огромное администрации. Недавно вертушки не было, уже поставили вертушки, заборы, милиционеры сидят. Недавно вон, заходи, как пожалуйста. Как туда попасть? Всё. Что? Им не надо наше мнение, им только надо наши налоги. Где это видно, чтобы... Значит, смотрите, в каждом районе по райисполкому, по администрации, городской, огромнейшее здание, что они там сидят, делают. Никто же не знает, да, что они там делают. Может, они что-то и делают, но нас туда же не пускают. А областной этот самый, да сколько ж можно, сколько ж вас всех сидит на шее народа, а народу уже и работать-то негде.